Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Житель Якутска украл инструменты у коллеги. Мужчины вместе проводили ремонт квартиры в многоквартирном доме. Подозреваемый во время работы одолжил у потерпевшего на пару часов его перфораторы. Забрав чужие инструменты, злоумышленник ушел. Похищенное он тут же сдал в ломбард, после чего перестал выходить на работу. По словам подозреваемого, вырученные деньги он потратил на погашение своих долгов. В его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские раскрыли кражу в Якутске. Со слов потерпевшего, накануне он познакомился на улице с женщиной, которую пригласил к себе домой для совместного распития спиртного. Проснувшись утром, заявитель обнаружил, что гостей нет, а из квартиры похищен телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя женщина, ранее уже судимая за кражу. По ее словам, телевизор она успела продать. Возбуждено уголовное дело. Женщина осуждена за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение в Мирном. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 53-летняя местная жительница ранее была ограничена в родительских правах. Из-за злоупотребления спиртными напитками она самоустранилась от воспитания и содержания 15-летней дочери. Женщина пренебрегала ее потребностями в режимном питании, чистой одежде и надлежащих условиях проживания, а также не следила за ее здоровьем. Кроме того, женщина систематически выражалась в адрес девочки словами, унижающими ее достоинством, а также неоднократно применяла физическое насилие. Отмечается, что девочка не раз обращалась за помощью к соседям, школьному психологу, а также помещалась в Мирнинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. По итогам судебного заседания женщине назначен штраф. Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков. Обвиняемые 20-летний местный житель и 16-летний школьник. Летом прошлого года старший обвиняемый с использованием кроссплатформенного мессенджера вступил в переписку с незнакомыми людьми и согласился на роль закладчика наркотиков. В СК отмечают, что он осуществлял закладку мелкооптовых партий фасованных наркотиков в разных частях города, фотографировал места закладок и отправлял изображение другому человеку, имеющему роль оператора. В ноябре он не смог самостоятельно совершить закладку, так как был пьян, и предложил сделать это своему 16-летнему знакомому, пообещав денег. Школьник получил от обвиняемого 35 пакетиков и разместил их в указанных тайниках. Умысел распространителя не был доведен до конца в связи с тем, что 20-летний обвиняемый, сам являясь наркоманом, явился к одному из тайников с целью забрать закладку, где и был задержан полицейскими. Сейчас расследование завершено и уголовное дело направлено в суд. Следователи задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края, подозреваемого во взяточничестве. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, в декабре 2017 года мужчина вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края и получил в качестве взятки 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации государственного контракта по строительству. Также в 2018 году они получили от представителя того же юридического лица в размере свыше 15,5 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтракта. На этом они не остановились и в 2019 году получили взятку от представителей той же самой организации в размере уже более 45 миллионов рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В Перу из-за проливных дождей люди страдают от мощных наводнений. Тысячи местных жителей эвакуированы. Власти пытаются ликвидировать последствия, но дожди еще не прекратились. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Проливные дожди, обрушившиеся на Перу, спровоцировали наводнение и вынудили тысячи местных жителей покинуть свои дома. Поднявшаяся вода затопила множество построек по всей стране. В городе Пьюра, к северу от столицы Перу, Лимы, люди пытались спастись, сделав подобие плота из покрышки и деревянных обломков. В городе Багуа пожарные спасли пожилую женщину, которая оказалась заперта в своем доме после того, как его стены из необожженной глины рухнули. Ей пришлось провести несколько часов в холодной воде, прежде чем пришла помощь. Власти отправили тяжелую технику на ликвидацию последствий бедствия в 4 округах. Между тем, ливни продолжают идти, и синоптики предупреждают, что наводнения на этом не прекратятся. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.